Представителю омбудсмена вопросы есть? Нет. Представителю Джордж-Кенеша вопросы есть? Пожалуйста. На сегодняшний день недавно комитетом по конституционному законодательству был проведен мониторинг закона о гарантированной государством юридической помощи. С этой целью мы выезжали по регионам, и у нас очень много было жалоб на качество предоставляемой помощи адвокатами. То есть квалификация низкая, в основном работают посредниками. И эти адвокаты все получали лицензию через сдачу квалификационного экзамена. То есть у них год был стажа на тех должностях, которые требуют сдачи квалификационного экзамена, получают лицензию и начинают работать так. Вот как вы думаете, человек, который проработал 5 лет и умеет работать с законами, умеет читать, толковать, он лучше все-таки, чем тот адвокат, который проработал год, и на него уже жалобы поступают? Ну, относительно, каким образом они могут эффективно работать в качестве адвоката, это я не могу ответить. Они могут эффективно работать по своей специальности, по своему направлению. Относительно адвокатской деятельности, это на практике надо посмотреть. Относительно качества оказываемых услуг, в принципе, в этом направлении перед адвокатурой стоит большая задача в части дисциплинирования адвокатов, в части повышения как квалификации, так и статуса и репутации адвоката. В этом направлении определенная работа ведется. На базе адвокатуры Кыргызской Республики создан учебный центр адвокатов, который как раз таки работает над повышением квалификации, который также включает вопросы этики, профессиональной этики, знаний и навыков. То есть над этим мы работаем. Помимо этого, в адвокатуре работает отдельный избранный орган, это комиссия по этике. И как раз таки в отношении нарушителей адвокатской этики могут быть применены определенные санкции, да, в виде предупреждений и так далее, вплоть до лишения и приостановления лицензий. Есть еще вопрос, пожалуйста. Я хотела заодно и пояснить, почему именно эта категория была внесена сюда. Мы согласны, что сюда нужно еще и сотрудников Министерства юстиции включить обязательно, потому что это основной наш юридический орган. Например, в отдел аппарата президента Джорку Кенеша правительства, чтобы устроиться на работу экспертом, надо не менее года уже иметь стажа работы на других должностях, требующих наличия высшего юридического образования. А тот, кто должен проходить квалификационный экзамен, они могут работать на требующих высшего образования муниципальных должностях, в юрслужбах организаций. Там, как известно, зачастую не требуется стаж работы при поступлении на работу. Поэтому здесь имеется в виду, что отделы аппаратов, правоохранительные органы, судьи, это само собой, разумеется, 5-летний стаж имеющие, они имеют квалификацию соответственно. А отделы аппаратов президента и депутаты почему вносились, это тоже, чтобы получить 5-летний стаж, нужно иметь определенные навыки, как вы говорите, уметь анализировать. Вы не согласны с нами? Это ваше рассуждение или вопрос? И рассуждение, и вопрос. Вопрос задать. Вы согласны с тем, что отделы аппаратов президента все-таки имеют право не сдавать квалификационный экзамен? Почему вы считаете, что они не обладают аналитическими способностями и не сумеют читать законы? Я согласен с тем, что правила должны быть одни для всех, без исключения. То есть и в том числе и порядок получения адвокатской лицензии, без исключения. Пожалуйста, следующий вопрос. Можно, да? Можно вопрос? Вот такой вопрос. Согласно закону, жалобы в отношении адвокатов рассматривает адвокатура, да? И у меня такой вопрос. Поступали ли жалобы именно на этих лиц, указанных в пунктах 1, 2, 3, 4, части 4, статьи 19? Которые... Ну, этой статистикой я не владею, но можно уточнить.
Спасибо. Вот в связи с этим у меня вопрос к вам, представителю Министерства юстиции. В лицензии на адвокатскую деятельность делается особая пометка для лиц, которые получают без сдачи экзамена. Нет, никакой пометки нету. А каким образом они будут такой анализ вести? Потому что, Адвокатура. вот, потому что все жалобы рассматривает совет адвокатов. И туда направляется частное определение и Я жалобы. имею в виду, как они будут разграничивать, что человек получил лицензию без сдачи экзамена или... А потому что представитель посредством сдачи совета экзамена? адвокатов сидит в комиссии, и они учет ведут. Да, ведется, конечно. Личное дело. Реестр у нас реестр ведется, и дополнительно у них реестр ведется. Хорошо. Пожалуйста, у вас есть вопрос? Да, есть вопрос. Вы сами являетесь адвокатом, да? Да, в 2003 году получал лицензию. Вы автоматом получили или как? Нет, я проходил экзамен, квалификационный Из-за экзамен. этого, значит. Хорошо. Вот какие меры вы предпринимаете? Вот вы говорите, мы предпринимаем какие-то меры. Вот те частные определения, которые выносит суд и направляет к вам, и те жалобы, которые поступают, какие меры воздействия вы принимаете в отношении адвокатов? И какое количество, хотя бы приблизительное процентное соотношение в отношении тех, кто автоматом, и тех, кто не автоматом получил через экзамен? Ну, выше я дал ответ на этот вопрос, то есть как бы на сейчас я не владею Вы не знаете, да? информацией. Да, но относительно какие меры, опять-таки это входит в компетенцию комиссии по этике, и как раз таки они могут дать более четкий ответ. Статистика ведется, по каким жалобам в отношении адвокатов выносится решение комиссии по этике, решение разного вида, как предупреждение, выговор и представление в Министерстве юстиции, кстати, к вам, о лишении или приостановлении лицензии. То есть, как Почему бы, финальную точку в части лишения приостановления на сегодня ставит Министерство юстиции. Почему я задал этот вопрос? По той простой причине, потому что никаких мер нету. Вот сейчас с приходом нового руководителя мы принимаем меры, мы в комиссию включаем своего сотрудника, который действительно, потому что частное определение, которое направляют судом, туда никаких мер не принимаются в отношении адвокатов. Вот сейчас будут приниматься. И процентное соотношение, 80% поступает жалоб только на тех адвокатов, которые получили лицензию, как вы. Хорошо. Уважаемый судья, есть еще вопрос? Пожалуйста, Мухаммед Шайхович. Евгений Шпекнович, вот на ваш взгляд, оспариваемая норма, получается, и нарушает принцип равенства сторон, и нарушает также, допускает дискриминацию в отношении определенной категории юристов, да? Ну, те, которые не обозначены в этом перечне. Так, да? Ну, я больше соглашусь с тем, что здесь нарушается принцип равенства всех перед законом. Относительно дискриминации должно быть такое определенное ущемление и даже насильственные действия. Да? Поэтому я сам больше поддерживаю именно в части нарушения равенства перед законом. А в данном случае ущемление какое-то есть, как вы говорите, там, в отношении дискриминации? Ну, ущемление частично в части того, что Их что, не допускают к экзаменам? Их же допускают к экзаменам. их допускают к экзаменам, но есть лица, которые ничего без не экзамена ограничивает. получают. Без экзамена получают. Нет, В этом экзамен это другая категория граждан, а мы же говорим о той категории граждан, которая подвергается дискриминации. ну, я больше поддерживаю именно нарушение равенства перед законом. Спасибо. Пожалуйста, что Вот скажите, пожалуйста, я вот по второму тоже пункту буду задавать вопрос. Судья, проработавший 5 лет, он имеет право, ну, поскольку сейчас назначается на 5 лет, это минимальный его стаж будет 5 лет, да, по истечении срока его полномочий он имеет право обратиться с заявлением о допуске его к собеседованию без сдачи квалификационного экзамена. Он допускается к собеседованию, и по результатам собеседования его кандидатура направляется президенту для издания указа. Но если он не смог через год осуществлять правосудие по состоянию своего здоровья, он пишет заявление и уходит, просит освободить его. А для
того, чтобы получить лицензию на право занятия адвокатской деятельностью, он должен сдавать квалификационный экзамен. Вот в этом есть логика. Он судьей может не сдавать квалификационный экзамен, а адвокатом он должен сдать квалификационный экзамен. Я считаю, что здесь есть вполне обоснованная логика, потому что судья – это судейская должность, а здесь он переходит на адвокатскую должность. Для того, чтобы стать адвокатом, он должен пройти квалификационный экзамен. Почему? Потому что это же тоже должность, тоже специальность, да? Поэтому и у каждой должности есть процедуры принятия туда. И поэтому, будь это судьей или другим лицом, который работал в разных государственных органах, правила должны быть одни и одинаковые. То есть правила должны распространяться на всех одинаково, да? Безусловно. Правило своевременной явки в суд, оно на всех распространяется. Почему вы опаздываете и так далее? Для вас же привилегии сегодня были. Ну, у нас по техническим причинам машина задержалась. Хорошо. Пожалуйста, есть еще вопрос? Есть? Пожалуйста, Павел Шевкович. Евгений Шпекнович, вот вы говорите, что профессия адвоката и профессия судьи – это абсолютно отдельные профессии, которым присущи свои требования, особенности и так далее. А вот вы можете сказать, вот квалификационный экзамен, когда сдают, там вопросник же разрабатывается, какие-то есть отличия вопросника, который разработан для судьи, и вопросник, который разработан для прохождения квалификационного? Безусловно, безусловно. Для того, чтобы стать судьей, требования очень жесткие, и кандидаты в судьи проходят. Вопрос. Да. Там же Я юридический сейчас, вопрос. да, вообще. можно отвечу? Я сторонник того, чтобы нам, адвокатуре, совместно с Министерством юстиции, надо проработать, чтобы как бы даже вот эту процедуру квалификационного экзамена сделать посложнее. Для того, чтобы как бы в ходе экзамена мы могли выявлять не только знания, да, но еще практические навыки, как делается, например, в Совете по отбору судей. То есть там также даются кейсы и так далее, прочее, для того, чтобы уточнить и уяснить навыки кандидата по анализу законодательства и применению. То есть я сторонник того, чтобы как бы и в адвокатуре в последующем мы должны прийти к этому. Есть еще вопросы? Нет? Присаживайтесь. Спасибо. Второй представитель адвокатуры Мазаева Гульзат Сатвалдиевна. Пожалуйста. Вы согласны, да? Хорошо, тогда присаживайтесь.